Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 21 августа 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так, сегодняшний наш стрим называется время 18 часов 3 минуты по Берлину, 19 часов 3 минуты по городу Джохару. Я вас всех приветствую еще раз. И сегодняшний наш стрим называется «Мобилизация 2.0. Деньги закончились. Кого заберут первыми?» Об этом и многом другом давайте сегодня поговорим. Итак, всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. И никак себя не идентифицируйте. Валейксалам, ламанас, машуаль. И не распространяйте ссылку. Все остальные заходите, задавайте вопросы и давайте пообщаемся, так сказать. Сегодняшний стрим я решил и назвать именно так, потому что дело в том, что массово люди начали покидать снова Россию. Через Верхний Ларс в Грузию перебираются люди, молодежь пытается уехать. И знаете, у нас было такое выражение, когда шла война, первая, вторая русско-чеченская, когда Россия так много пропаганды и лжи на нас сваливала, наваливала, то очень трудно было разобраться, где правда, где дезинформация. И тогда у нас появилось такое выражение. Ладно, что там НТВ говорит, что на рынке женщины говорят, что на базаре женщины говорят. Об этом расскажите. И это очень, кстати говоря, помогало разобраться в ситуации, потому что женщины, они такие, они очень хорошо все секут, так сказать. Так, давайте вот так я поменяю картинку здесь. Об этом давайте и поговорим. Дело в том, что, как мы понимаем, что у России золотовалютные резервы заканчиваются. Ну, не то чтобы они заканчиваются, но они уже как бы немножко прохудели. Такая же ситуация касается и людей, которых не хватает на фронте. Да, похожая ситуация, их не хватает. Наконец-то появились перебои с людьми. Какая-то часть населения все-таки начала понимать, что все-таки их посылают на верную смерть, абсолютно бессмысленную войну против абсолютно невиновных людей, против государства, которое ничего не сделало плохого для России. И сейчас начали снова российские чиновники говорить, что мы мобилизацию не объявляем. И это относительно правда, потому что на самом деле мобилизация как была объявлена, так с тех пор она как бы не отменялась. Но людей не хватает, и начали тогда, понимая, что будет волнение, и вот россияне, задумайтесь просто над этим. Только лишь из-за того, что они испугались вас, они начали платить деньги. Только лишь из-за того, что испугались дагестанских женщин, которые тогда вышли в Дагестане в самом начале, когда женщины выходили, там дороги перекрывали, там эти микроавтобусы ментовские не пропускали. Тогда они тоже отменили эту всеобщую мобилизацию и начали, ну, такую открытую, поголовную мобилизацию. И они начали предпринимать, финансировать начали вот эту всю систему. И это им обходится в копеечку. Да, конечно же, это потом выльется в большую гиперинфляцию, но при всем при этом сейчас пока им удалось успокоить население и сказать, что вот да, мы только за деньги берем людей. И в итоге
Нашлись, конечно, люди, которые там за 3 миллиона, за 5 миллионов там, и так далее. Ну, говорят об этих цифрах, но когда с пленными послушаешь пленных в Украине, то ты понимаешь, что ну, эти деньги они не получают. Командиры отбирают, где-то подворовывают, ну и там миллион, если остается в лучшем случае. И так 200-250 тысяч платят каждый месяц, да, по-разному, ну где-то так. И эти деньги тоже, когда ты воюешь, тебе нужно все, и от бинтов, и одежды, и ботинки, и все приходится покупать самим. Короче говоря, ну, ничего, в принципе, на руки, там, разбогатеть не получается на этой войне. Раньше как получалось? Они заходили в чужие дома, грабили, мародерничали, и тогда они богатели. Ну, сейчас особо не получается. Украинцы мертвой хваткой держатся за свою землю и не дают особо продвигаться. Поэтому мародерничать по старой русской традиции не получается. Поэтому приходится довольствоваться тем, что дают отцы-командиры, так сказать. Отцы-командиры, конечно же, страшно грабят. И все идет к тому, что ну, денег не хватает на всех. Украинцы сейчас освоили дроновую войну, как мы знаем, очень хорошо ее освоили, уже не только на территории своей страны, своей территории они уничтожают противника, ну вот и уничтожают грузовики, бьют по грузовикам, причем не бьют по гражданским, по грузовикам бьют, по гражданским лицам, людям не бьют. Это тоже, буквально сегодня я видел видео, подлетает дрон, едет гражданский грузовик, русские сейчас научились в гражданских грузовиках, обычных грузовиках, перевозить там свои товары, свои нужные, необходимые боеприпасы, амуницию и все остальное. И вот подлетает этот дрон, водитель грузовика снимает, прям видит этот дрон, который спускается, он прям спускается, чуть опускается, видимо, он хочет рассмотреть, в форме этот человек или нет, но этот человек, по всей видимости, не в форме, и он не залетает в кабину, а мог бы залететь в кабину, убить его и поджечь сам грузовик, изнутри он загорится лучше, и прям бьет в двигатель. То есть мы видели другое видео, как российский дрон летает над продавцом овощами и фруктов, да, мужчина вокруг газели бегает своей, и прям по мужику бьют, не по газели, не по человеку бьют, по гражданскому, просто мужик продает продукты, фрукты, овощи на рынке. Этим и отличаются люди от оккупантов, боевики, бандиты от воинов, вот этим и отличаются. И поэтому сейчас нужны люди, не хватает людей, и всячески они пытаются собрать людей. И ситуация, по всей видимости, будет только в этом направлении двигаться, потому что для ФСБ, для Путина, для Патрушева, для всех этих людоедов нет другого выхода, как продолжать эту войну. Да, вроде бы казалось, ну остановил бы войну, там люди бы там вернулись домой и так далее. Нет. Те люди, которые находятся на этой войне, они, по идее, не должны вернуться с этой войны. Потому что они поняли, что такое Россия. Они поняли, что такое их пропаганда. Вот когда сами столкнулись нос к носу со смертью, с потерей товарищей, с потерей друзей, и поняли, как лгут по телевизору, и когда телевизор и реальность оказываются абсолютными противоположными полюсами оказываются. Поэтому, скорее всего, мобилизация будет усиливаться, она есть мобилизация, но она будет усиливаться в смысле, что будут уже за бесплатно забирать. Да, всех бандитов из тюрем, кто согласился, они уже собрали. Бомжей, бичей, все, кого только можно было собрать. Они собрали, уже фактически никого не осталось у них уже забирать. Люди поумнели, ну, уже на 5-й год войны, широкомасштабной. Уже пора понять, что убийство в Украине оккупантов, это уже поставлено на поток. И это будет дальше продолжаться. Поэтому люди уезжают и правильно делают, по возможности нужно уезжать. Ну, вообще это нужно сопротивляться, но я не буду призывать никого сопротивляться, если я сам там не нахожусь и подвергать людей опасности я не собираюсь. Не потому, что там, ФСБ там
мне может создать проблемы, а потому что люди, я не имею на это права. Так. А так, ну, по идее, конечно же, было бы хорошо, если бы какие-нибудь россияне организовались, и меньше было бы потерь и с российской стороны, и, соответственно, преступную войну не вели бы. А если денег нет, как уехать, спрашивает Добро с кулаками. Да, конечно, это большая проблема. Знаешь, еще в чем проблема? Даже если у тебя есть деньги, например, в Европу попасть практически уже невозможно. Очень сложно попасть в Европу, потому что под видом уклонистов, под видом людей, которые не хотят служить, сюда Россия пыталась внедрять свою агентуру. А со всеми разбираться, выяснять, кто есть кто, не хватает ни ресурсов, ни возможностей, потому что, ну, слишком большой поток людей, и здесь не принимают. Уже не считается, например, здесь в Германии, не считается основанием для получения политического убежища, если вы уезжаете от армии. Вот такой вот. К сожалению, может показаться, что очень жестоко и так далее. Ну да, это да, жестоко, да, очень неприятно, но с другой стороны, другого выбора нет. Немцы не могут, даже если примут они 100 человек, а из них окажется там 1, 2, 5, 10 агентов, ну так рисковать не могут. Поэтому это не считается основанием. И реально, если вы являетесь преследуемым по политическим, религиозным, каким-нибудь другим основаниям, да, тогда вас примут. Но вас не примут, если вы только бежите от армии. Вы жили все эти годы, все вас устраивало, а тут вас призвали, и вы побежали. Нет, так это не работает. К сожалению, так это не работает. Уехать, например, в Грузию, Армению можно, да, в Казахстан можно, люди уезжают. Но, опять же, нужны деньги. Нужны деньги, да, я полностью согласен. Но не знаю, как вам, чем помочь, чем подсказать. Guten Abend, Бандеровка. Витаю тебя, дорогая. Вот такие вот дела. Так, давайте почитаю ваши комментарии. В Казахстане очень просто и попасть, и легализоваться. Да, Казахстан тоже вариант, если выехать на какое-то время, можно попробовать. Ну, нужно работать, поехать, работать, другого выбора нет. Конечно, на социале сидеть, как это в Европе, не получится. И здесь, знаете, сейчас уже и с социалом здесь тоже говорят проблемы. Сейчас уже начали многих ограничивать, многим предлагают покинуть. Поэтому как-то так. Русская армия вытворяет там дикую дичь. Даже не верилось в первое время, 21 век на дворе, а русские вытворяют нечестивые дела, волосы дыбом. Да, Юджин, абсолютно так. И знаешь, в чем проблема? В чем самая такая вот интересная вещь? То, что мы, чеченцы, об этом говорили. Мы увидели этот оскал вот этого людоеда, который обрушился, открылся, так сказать. Люди в Буче увидели этот оскал в Украине. И мы, чеченцы, увидели. Мы кричали, предупреждали. Наш президент Джохар Дудаев об этом кричал. Ну вот, не докричались. Каждый думал, что, ладно, нас минует сия чаша, обойдется, как бы, ну, подумаешь, там, чеченцы, они же всегда воюют, им же жить не хочется, у них семей нет, они какие-то дикие, мусульмане, все такое, ну, пусть воюют, пусть погибают. Ну, как там в этой притче, да, по ком звонит колокол? Так он звонил по вам всем, мои дорогие, по вам всем. Так, давайте дальше почитаем комментарии. И недорого, говорит, в Казахстане. Думаю, да, я не был, не знаю. Как думаешь, с теми ФСБшниками, которые взрывали дома, как думаешь, что с теми ФСБшниками, которые взрывали дома в 1999 году? Добро с кулаками. Я думаю, есть основания полагать, что один из тех террористов, который взрывал дома, ну, точнее, скажем так, некоторые террористы могли быть, то есть не одни и те же террористы взрывали эти все дома, да, Буйнакский, то, что в дом взорвали, 2 в Москве, там, говорят, 3 еще должен был быть взорван, ну, там его бомбу нашли и обошлось, тоже скрыли.
и потом в Волгодонске, и уже потом в Рязани поймали. Так вот, мы знаем о тех, кого задержали в Рязани, кое-что. У нас есть фоторобот, и этот фоторобот очень сильно похож на двух товарищей. Один это Гиркин, Стрелков так называемый, и второй это Бородай, по-моему, его была фамилия, да, очень похожи. И там еще одна тетка тоже с ними тоже ошивалась, и тоже в Украине, когда вот все движение только начиналось. И вот там двое мужчин и одна женщина были. Вот они очень похожи, очень похожи на вот этих людей. Они как плюс внешне похожи они, и плюс Гиркин вторую войну начал. То есть он сам говорил, что он поджег фитиль войны против Украины. Крым, там, Донбасс, когда они туда заходили. Поэтому я полагаю, что Гиркин это и есть, возможно, не буду стопроцентно утверждать, но есть все основания полагать, что этот человек может быть причастен к тому, исходя из того, что он уже и в Украине разжигал эту войну. Он у нас разжег против нас ее, то есть взорвав россиян. И знаете, еще про Гиркина очень хорошую характеристику дал один товарищ. Он сказал, что когда они какой-то населенный пункт защищали в Украине от украинцев, то тогда Гиркин сказал, что вот нужно там какие-то впереди стоящие два дома или 3 дома высотных, там 9-этажки, по-моему, были. Их нужно просто взорвать к чертовой матери. Просто разрушить эти дома, чтобы там украинцы, может, не засели или еще по какой-то причине. И это тоже характеризует о том, что для человека, ну, не жилье человека, жилище человека, не жизнь человека ничего не значит. Ну, просто, знаете, атрофированная такая ублюдина. И я думаю, что он даже не сидит сейчас, потому что это очень ценный кадр, ну, очень много информации имеет, поэтому я думаю, что его просто сейчас убрали, чтобы российских военных, российских там других товарищей, которые недовольны вот этим разжигателем войны, поджигателем фитиля войны против Украины, поэтому его, может, просто пока скрыли, может, потом выпустят его еще для каких-то своих нужд. Поэтому я думаю, вот что с ними стало. Я думаю, что есть основания, что Гиркин и Бородай, и вот я забыл, у меня есть в архиве, и я опубликовал все, это украинцы публиковали, у них как раз это брал, что вот это есть те самые лица. У Бородая вроде все нормально, он там с Сурковым ошивается, тоже, по всей видимости, и с деньгами у них все нормально. Но я не могу, конечно, сказать, что это все нормально, потому что я представляю, что какие бесы у них в голове после всего этого, я не знаю, как эти люди живут просто с этим совсем. Это самое, наверное, тяжелое, что может быть для человека. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Тафигали. Так, я здесь в ТикТоке, если что, у меня идет стрим, и в YouTube. В YouTube у меня сейчас смотрит 976 человек, 61 смотрит в ТикТок. Прошу, если для вас это безопасно, вы не находитесь в России, распространяйте наши ссылки на наш стрим, друзья, так как нас постоянно пытаются заглушить, и чтобы правда не дошла до людей. Так. Так, подождите, посмотрю здесь. Посмотрю теперь в YouTube. Я из Литвы тоже верил Первому каналу. Теперь имею друзей чеченцев.
Их отца убили в 1998 году. Так они такое рассказывали. Мне стыдно, что я верил русским. Да, многие так говорили. Знаете, сейчас это только-только усугубляется. Это будет продолжаться. Мы еще, так сказать, не достигли пика или, может быть, дна, но мы к этому идем. Мы к этому идем, движемся. Так, друзья, я перемотаю, потому что очень много здесь вот этих разных. Русские отдают жизни за Кабаеву. Ну, everything fine. Вы абсолютно правы. Да, абсолютно, абсолютно. Ну, за Кабаеву и за 1 000 000 рублей, которые им дают. То есть 10 тысяч долларов. Если бы они просто развернулись бы, вернулись бы на Рублевку, пришли бы на Лубянку, в Кремль, ну, они бы по 100 тысяч заработали бы. Ну, у них там девать денег некуда, они их там целыми комнаты деньгами забивают. Так, всем мира и добра. Взаимно, взаимно, everything. Так. Алейкум, Джим Керри. Поздравляю вас с Украиной. И я вас поздравляю, просто здесь перевод был, может, вы другое имели в виду. Рассказываю, говорит. Первое, мягкий призыв, это резервисты. Перекрывают НПЗ. Перекрывают НПЗ, мосты и другие ключевые моменты, которые часть наберут огромное количество мигрантов и к ним пенсионеров из СОБРа, ОМОНа, комсостав, командирский состав. Ясно. Так. Спасибо за вашу позицию к Украине. Пожалуйста, Вов, одно дело делаем. Слава Украине. Второе, за что отдают жизнь русские? За землю свою, как и 100, как и 1000 лет назад. Есть царь, есть князья, есть холопы, есть десятники и сотники. Каждый делает свое дело. Так было, есть и будет. Ну, мне очень жаль тогда. Тогда, знаете, наверное, вы тогда не обидитесь, если мы, чеченцы, не хотим с вами быть. Понимаете, мы не холопы, мы не цари. У нас не было никогда царей, у нас никогда не было холопов. И мы не хотим отдавать свои жизни за Кабаеву, за унитаз Путина золотой или еще что-то. Нам это не интересно, понимаете? Мы не хотим быть рабами, можете понять? Вот у нас проблема большая. Мы не хотим быть рабами, а вы настаиваете, что все должны быть как вы. Не хотим быть как вы. Так, индусов готовят около 1 миллиона. Нет, корейцев готовят, северокорейцев. Но северокорейцы знаете, для чего готовятся? В принципе, северокорейцы будут внутри России охранять от русских и от тех, кто будет возвращаться с фронта, и вообще охранять территории, какие-нибудь важные объекты, заводы, там, фабрики и так далее, государственные предприятия. Я думаю, для этого. Вообще, Северная Корея — это такой миньон Китая.
И Китаю, где самому неудобно предпринимать какие-то шаги по какой-то причине, он посылает северокорейцев. И они, у них на финансирование, все такое. Поэтому, я думаю, часть все-таки после этой войны, часть России, Сибири, которая уже фактически уже захвачена китайцами, придется распрощаться и отдать. Вот, как говорится, нежели богато, нечего и начинать. Так, отсвечивают очки. Привет из Киргизстана. Привет, Маркиз. Привет, Киргизстан. Так, друзья, опять я перемотаю, потому что не успеваю я вот за этими. Троллятина, спасибо за поддержку. Привет из Вильнюса. Литва, приветствую, Вильнюс. Эта война не для мусульман, знаешь. Какая война не для мусульман? Что ты имеешь в виду? То, что Украина защищается, и это не для мусульман? Все люди доброй воли, все до единого, всех рас, всех национальностей, всех вероисповеданий, все должны быть на стороне Украины. Это всех война. Украина сегодня воюет с абсолютным, беспримесным злом. То есть верующий человек знает, что на земле есть Бог, ангелы, и есть демоны, сатана. Вот сегодня Украина воюет с демонами, с сатаной, с бесовщиной, самой настоящей. Это факт. И любой мусульманин, который будет сражаться за Украину и погибнет, он шахид, он идет как священный, как мученик, идет, я в этом абсолютно убежден, абсолютно 100%. И ученые, мужи на эту тему тоже говорят. Это является стопроцентным в мусульманском понимании джихадом. Они дерутся, сражаются абсолютным беспримесным злом на этой земле. Понимаете? Это очень сакральная, очень большая война. Это очень большая война. И они дают достойнейший отпор. Но внутри Украины есть слабые звенья и так далее. Но ничего, Украина справляется. Бог на ее стороне. Аслан, вот, FG, случайно увидел твой комментарий, потому что, как ты видишь, их очень много здесь. Так, Аслан, вот про что говорил Джохар Дудаев в совместной жизни чеченцев и россиян. Он привел пример с медведем в клетке. Теперь те чеченцы, которые топили за Россию, понимают, как их гонят в пекло Украину. Да, абсолютно верно. Нам предлагали просто да, ну ладно, вы живите с Россией, живите с Россией. Ну, жить с империей, которая абсолютное зло и творит вокруг зло, это значит не просто самому погибать на этих войнах, а значит разделять это зло. Понимаете? Да, вас могут отправить на войну. К сожалению, так устроен мир, что он очень жесток и несправедлив, к сожалению. И если ты оказываешься в этой ситуации, и тебя посылают на войну, тебя могут ты можешь оказаться гражданином Украины, и тебя тоже могут даже против твоей воли послать на войну, так как призыв и так далее. Ну, тогда ты хотя бы, даже если ты отдашь свою жизнь, ты отдаешь эту жизнь за благое дело. Может быть, там тебе не зачтется, что ты не хотел воевать, и поэтому тебе, может, скидки за это не будет какой-то. Но если ты на стороне России и искренне топил за нее,
и потом пошел и погиб за этой войне, то у тебя никаких шансов перед Богом оправдываться. Потому что ты воюешь за сатану, за бесовщину, за дьявольщину. Понимаете? Вот с чем воюет сегодня весь мир фактически. Нет, мы же не воюем ради Аллаха, это куфр, говорит Азот. Смотрите, ваши вот эти разные сказки, там вот есть такие разные спортсмены, дагестанские, там, чеченоговорящие, которые там в UFC выступают, где-то там борются, и они очень переживают за арабов Палестины. Вот там, туда-сюда, там, любому человеку, конечно, будет жалко, если невинных людей убивают. Это все понятно. Непонятно другое. Когда убивали дагестанцев, когда убивали чеченцев, где были эти люди? Где они? Почему они не говорят об этом? Сколько убитых дагестанцев осталось? И где вот эта справедливость? Поэтому то, что вы сейчас говорите, куфр, не куфр, вы всех, вот нам, чеченцам, сюда заходить чеченцам, у вас нету ни морального, ни человеческого права нам такие вещи здесь заявлять. Когда уничтожался чеченский народ, массово уничтожался, геноцид совершался, вас всех, братьев-мусульман, мы не видели на фронтах, в поддержке информационно, финансово там, и так далее, оружием и так далее. Мы вас не видели, вас не было просто. И сейчас, когда вы заходите про религию, про куфр, муфр, что-то говорите, мне так бывает противно вас слушать. Я на вас смотрю, думаю, какие же вы лицемеры, самые настоящие. А я утверждаю, что Украина ведет священную войну, которую она ведет против абсолютного зла, за самое священное, что есть на этой земле, за свою свободу и независимость. Бог каждого человека родил, дал жизнь, появил на свет абсолютно свободным, абсолютно, даже от одежды свободным, понимаете? И после этого рассказывать о том, что какой-то куфр, муфор, там, это все, идете вы лесом, да, вот за русским кораблем все вместе. Так, я опять перемотаю, друзья, сейчас смотрят 1876 человек, поэтому я все просто не успеваю читать. Сегодня я смотрю... Красавчик, брат, слава Украине. Героям слава, морям, героям слава. США убила кучу мусульман в Иране. Как ты можешь носить их флаг на башке? Я, знаешь, у меня очень такая, знаете, вообще сама история и божественное провидение, оно вообще уникально. И Бог умеет так повернуть судьбу людей, народов, что в голову не придет в самом супер захватывающем романе, детективе, триллере. Вы этого не увидите, что увидите в жизни. Настолько интересно то, что делает Бог. В 1995 году, когда началась Первая русско-чеченская война, и абсолютно прозападный демократ Джохар Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, обратился к миру и попросил помощи, призвал осудить действия России, ввести санкции, как-то повлиять на Россию. И западный мир немножко поддерживал, пока там Клинтоны не пришли, там и другая там тема получилась. Но какое-то и на Западе, и в Европе, нас европейцы, нас 300 тысяч приняли. 300 тысяч. Мусульманские страны нас не приняли. И я вот про Иран хочу вам напомнить. И как раз вот, засевший уже после первого аятоллы, уже религиозный установивший режим в Иране, я с большим уважением отношусь к шиитам, к персам, к иранцам. Это сейчас не об этом речь. Я про режим, который в Иране находится. И Азербайджан выступил в поддержку, и Саудовская Аравия поддержала Азербайджан. И есть была такая, или есть, по-моему, даже такая сегодня эта организация до сих пор, она называется Лига исламских государств. И вот в этой Лиге исламских государств Азербайджан выдвинул инициативу
осудить Россию, заставить ее остановить боевые действия. А это вот так могли сделать мусульманские страны, так называемые мусульманские страны. Население там мусульманское, режимы, власть, правительство – это абсолютно другое. Так вот эти правительства могли вот одним щелчком пальца уронить цены на нефть, объявить бойкот и так далее. Если бы была какая-то мусульманская умма, как вы все ее называете, нету. Вот тот, кто обманывается, живет в иллюзиях, что есть какая-то мусульманская умма, это обман. Как нету никакой христианской уммы, нету никакой иудейской уммы в том числе. Есть еврейский народ, и есть иудеи, которые в разных местах. Есть христиане тоже с разными течениями, разными своими интересами, взглядами и так далее. Так вот, нету никакой мусульманской уммы. Это доказала вот эта Лига исламских государств. Так вот, когда и Азербайджан, и Саудовская Аравия выступили с этой инициативой, самый главный противник этой инициативы осуждения России выступил режим, террористический, бандитский режим Ирана, в Иране. Вот Аятолла Хаминеи. Он главный был. И самый пробивной там был Иран, как нам потом рассказывали. После того, как великий защитник всех мусульман, обездоленных, там, арабов Палестины, там, всех других, там, ну, в кавычках же, конечно, когда вот этот режим заступился за Россию, поддержал действия России против чеченского народа, Россия позволила достроить Бушерскую атомную электростанцию в Иране, дала технологии на ракеты, дала технологии на разработку вот этого плутония, да, или вот этих ядерных изотопов. И именно из-за них Дудаев погиб через год, Иран жил, процветал, санкции Америка давила его, Запад давил, Израиль давил, но он справлялся, потому что помогала Россия, помогали другие. И именно из-за этих технологий ракетные, из-за этот ядерный вот этот шантаж, который она устраивала или пыталась устраивать миру, прилетела ракета от американцев или от израильтян, от американцев, скорее всего. И не стало вашего вот этого аятоллы. Понимаешь? Вот что такое режим в Иране. Вот кто они такие. Понимаешь? Поэтому, как говорится, мы все помним, а то, что мы не помним, мы обязательно записываем, чтобы не забыть. А у нас, у чеченцев, мы вообще один из самых древних народов на земле. Один из самых древних. Ну, 6-7 тысяч лет мы живем на Кавказе. Может быть, еще раньше. Я полагаю, что еще раньше. Еще до потопа. Поэтому мы очень хорошо все запоминаем. И друзей, и врагов, и предателей тоже мы помним. Понимаете? Вам это не понять некоторым. Вам этого не понять. Особенно без роду и племени. Каким-нибудь непомнящим родства. Так. Слава свободному и великому народу. Героям слава, Юрий. Героям слава.
Вы давайте посмотрите, тема очень интересная. 2000 человек заходит, смотрят. Видно, что людям очень это касается, да, про мобилизацию. И заходят они о чем угодно говорят. Это говорит о том, что троллятина пытается сбить нас. За всех чеченцев не говори, за себя скажи, кто ты, воин. Я за всех чеченцев не говорю, я за себя говорю. Ну и за тех своих единомышленников могу сказать. А я обычный царь России, ваш царь. Когда взойдет украинское солнце. Обязательно, обязательно оно взойдет. Обязательно. Спасибо, Макс, спасибо и вам. Джим Керри, свобода, независимость Республики Ичкерия. Аминь, спасибо. Слава Дудаеву, аминь. Героям слава. Ты открыл мне глаза, говорит. Ты имеешь в виду в этом стриме открыл или вообще? Так, куда делся? Макс. Макс, ты про этот стрим или ты меня смотришь? Так, салам из Казахстана. Случайно увидел, как же мы с вами похожи внешне. Говорит, салам, Куаныш, салам. Слава свободной Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Олег, героям слава. Ты мусульманин, говорит. Да, я мусульманин. Что значит мусульманин? Вы знаете, что такое значит мусульманин? Мусульманин это значит единобожник. Вот переводится дословно единобожник. Нохчи, вот самое, чеченство, это тоже единобожие, которое идет от Ноя, понимаете? И христиане тоже единобожники. Хотя у них есть противоречие там в Троицу, но все равно они эту Троицу в одного Бога говорят. Потому что везде в Библии, в Ветхом Завете, иудеи тоже единобожники. Мы все говорим об одном и том же. Все единобожники, понимаете? Салам, Казахстан, салам. Так, опять перемотаем. Джахар Дудаев, великий сын великого чеченского народа. Слава Чечне, слава Украине, героям слава. Героям слава. Героям слава, Юрия. Слава Джахару Дудаеву. Благодарю. И вас, Светлана, благодарю. Так. Салам алейкум, Ферганы. Ва алейкум салам, Фергана. Так. Так. Почему путинисты такие тупые? Ну, знаете, на самом деле, вот большая часть, кого мы здесь видим в интернете, да, это в основном троллятина. Мы помним, как появлялись вот эти пригожинские фабрики троллей, Санкт-Петербург. Они вообще по России есть у всех губернаторов, у всех они имеются. И когда, знаете, долго человека называть
свиньей, он начинает хрюкать, есть такая пословица. Так вот, когда постоянно им рассказывают, что Путин, 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 на самом деле над русскими проводится мегаэксперимент, причем не сегодня только, он еще с советских времен период. Над всеми, ну, русские особо, как бы это самая большая национальность и так далее. И поэтому это очень, ну, работа по ним очень сильно ведется. Поэтому в этой связи у них, ну и надо еще признать, русские очень необразованные есть, очень необразованные. Вроде в советское время там казалось какое-то образование есть, да, они по-русски говорят без акцента, но они, ну, практически необразованные, если брать соотношение в процентном соотношении. Очень необразованные, очень любят выпить, и им ничего вообще нет дела. Ну и, конечно, когда тебе постоянно внушают, что ты великий, а все вокруг тебя чурки, какие-то там третьи, хохлы, там, ну и так далее, да, то ты на самом деле с детства, с молоком матери тебе это впитывают, или там с бутылкой пива тебе это впитывают, то ты начинаешь думать, ну я же великий, просто по определению, что вот я есть, я уже великий, понимаете? И вот над ними ведется работа. Мне очень жаль, ну, над русскими проведен большой эксперимент, большущий эксперимент. И к сожалению, немногие это понимают. Но тот, кто понимает и начинает по-настоящему критиковать русских, он сразу же становится для них врагом. Как ты посмел? Ты предатель. Ты за Украину, ты за чеченцев, да ты с ума сошел, как ты можешь быть? А он не за чеченцев и не за Украину, он за справедливость. Он просто пытается разобраться объективно. Все, он предатель, он враг. Вот так, к сожалению, вот такая вот на России система. Чеченцы и русские братья и друзья. Ну, смешно, конечно, очень смешно. Но знаешь, есть русские и друзья, и братья. Ну, не имперцы. А большинство русских имперцы. А имперец – это фашист. Русский империализм, русизм, как его называл Дудаев, это самая особая, такая самая человеконенавистническая идеология. Не только к человеку, но и к природе, и к животному миру, ко всему. Поэтому, да, можно сказать, да, но не про имперцев. Татьяна Воронина. Вы, наверное, эту тему затрагиваете, потому что она мне очень интересна. Я ее очень глубоко интересуюсь, изучаю эту тему. И вот пишет Татьяна, скорее всего, на горах Кавказа чеченцы, как и грузины и армяне, живут после потопа. После потопа на земле осталось 8 человек, согласно Библии. Спаслись Ной и его сыновья Сим, Хам и Яфет. Вы потомки Яфета. Знаете, у нас Шем имя есть, оно приблизительно так и произносится. Сим, Шем, и у арабов оно Шем произносится. Хам такое имя есть. И Яфет у нас Еппас. Еппас. Это очень древнее имя. Еппас. У нас такое есть выражение. У нас буквы Ф нету. В чеченском языке нету буквы Ф. И мы заменяем ее, ну, мы пользуемся буквой П. И поэтому Еппас это у нас называется. И вот, знаете, я еще помню с детства, когда говорили, когда ты такой весь там гордо идешь с высоко поднятой головой, говорили, ты как Еппас идешь. Еппас санвох шмаво. Вот ты идешь как Еппас. Я тогда этого не придавал значения, и потом только понял, что это значит. Так вот, грузины, и не все, а часть грузин, да, это реально автохтонные народы Кавказа, и они там появились после потопа, как и чеченцы, и дагестанцы, и черкесы, и абхазы, и еще несколько народов, сейчас я всех не вспомню. Армяне же появились позже. Армяне появились позже, и они появились где-то к концу
Сейчас я вам скажу, к концу где-то 6-7 века до нашей эры. То есть, может быть, 2500-2600 лет назад. Их тоже можно коренными уже признавать, как и осетин. Но если исходим мы из той трактовки, что мы там оказались после потопа, Великого Кавказского потопа, то армян там тогда не было. Не было. Хаи, армяне, их тогда там не было. И знаете, нету такого понимания, как Библия говорит, что потоп был всемирный. Между прочим, она не говорит, что он был всемирный. Сегодня наука это уже доказывает, потому что всемирным он быть не мог по определению, потому что вода должна была подняться на такой уровень по всей земле, но это просто невозможно. Нет, сегодня археологи, ученые не могут найти подтверждение этому. Но есть локальные, и Коран, и Библия, и Ветхий Завет, они подтверждают, что их мир, то есть тех людей, народ Ноя, его братья, сестры, его отцы, там другие люди, которые там жили, от его там дяди, тети, там много их там было, вероятно, что они жили вот на Кавказе, где-то в определенном месте на Кавказе, и вот этот потоп произошел именно в этом месте, и он был локальным. У меня есть текст на YouTube-канале, вы можете в разделе записи там посмотреть. Я писал, и я проводил стримы на эту тему, рассказывал. Это как любитель я разбираюсь, я не профессионал, так что особо строго меня не судите. Но я считаю, что потоп был и есть основания полагать, потому что ни в Коране, ни в Ветхом Завете, нигде не упоминается, что про мир говорится. И это можно трактовать, что их мир, вот то, что они видели, вот то, где они находились. Поэтому и ученые подтверждают, что определенный потоп и извержение Эльбруса и, возможно, Казбека, мы его называем Башлам, вот могло произойти именно в это время, и это было 6300 лет назад, плюс-минус там 50-100 лет. Извержение было, мощнейшее извержение Эльбруса, и также было тоже мощнейшее извержение вот Башлама, Казбека, горы Казбек. Одновременно у нас есть подземные воды, которые били из-под земли, и образовывались такие лохары, такие, знаете, запрудины, которые шел дождь непрерывный, об этом все говорится и в Коране, и в Ветхом Завете. Очень многое в Коране именно касательно потопа, подробностей мусульмане признают, и Ноя, и Иисуса, и Моисея, это все наши люди. Всех мы их признаем, и если бы мы правду узнали бы, мы все люди, христиане, иудеи, мусульмане, мы бы не делились бы. Но тем, кто нас делит, невыгодно, чтобы мы друг с другом не враждовали. Поэтому нас вот делят там разные. Моя паства, твоя паства, давайте друг друга убивайте, друг друга там это и так далее. По поводу Еппоса, Сима и Хама, я могу сказать, что я тоже не согласен общепринятой трактовкой, что какие-то народы произошли от Еппоза, какие-то народы произошли от Сима, то есть иудеи, арабы произошли, кто там еще, арамейцы, ассирийцы, нет, не ассирийцы, по-моему, арамейцы тоже от Сима произошли, а вот от Хама, то есть от Ханана, внука Ноя, а это рабы там где-то Эфиопия, там Египет и так далее. Это тоже неправда, это чисто фашизм. Тогда такого понимания даже у людей не было, когда был Ной. И тогда не было ни лжи, не было бесчеловечных вот этих жестокостей. Вот у этих людей, по крайней мере. Я считаю, что Коран говорит о том, что не только 8 человек, да, как об этом говорит Ветхий Завет, что Ной, его супруга, его 3 сына и их 3 жены оказались. Кстати говоря, на ковчег все животные на этой земле не поместились бы. А вот те, кто проживает, вот эти популяция на Кавказе животные, она бы поместилась бы на ковчег, приблизительно на тот ковчег, на который описывается. 150 локтей, по-моему, там, вот сейчас я не помню, сколько там точно было.
длина, ширина, высота и так далее. Поэтому в этом смысле есть все основания полагать, что все-таки был потоп локальным, и этот потоп был там. И 3 сына, в Коране говорится, что было 3 сына, и еще уверовавшие из его рода, то есть из его братьев, сестер, наверное, внуки, там, правнуки, дяди, племянники, ну, вот такие. И в некоторых хадисах, тоже здесь можно спорить, от 72 до 80 человек было вместе с Ноем и его 3 сыновьями и 3 женами. Жена Ноя не поднялась на ковчег. Один из сыновей, это уже мусульманская трактовка, тоже не поднялся, это в Коране написано, тоже не поднялся. И они видели, как он погиб, утонул. Он сказал, что он поднимется в гору там, и укроется с другими неверующими, и не укрылся. Поэтому, и, кстати говоря, это очень объясняет, почему на Кавказе у нас так много народов, вот дагестанские народы, там 30 языков, по-моему, если не ошибаюсь, ну, или около того. И вот мы все, как бы, может быть, являемся вот именно теми потомками Ноя. И я считаю, что Еппаз, Шем и Хам – это те люди, от которых произошли мы, чеченцы, нохчи, ингуши и бацбийцы. Наше самоназвание Нахи, Нохчи, и это значит люди, и Ной, человек, ну, Нах, народ, люди. Поэтому, опять же, это всего лишь гипотеза моя, поэтому строго меня не судите, но она очень логично раскладывается, я писал об этом, вы можете почитать, более интересно, более детально вы там все это можете увидеть. В разделе сообщества у меня очень много там интересных, на мой взгляд, текстов, можете почитать, будет интересно. Поэтому как-то так. Так, давайте вернемся, оставим, поговорим еще, мне это очень интересная тема, я хочу еще более подробно говорить, но некоторые вещи ты вроде к чему приходишь, какой-то такой логичной, доказанной цепочке какой-то, потом открываются новые факты, особенно с искусственным интеллектом, это очень помогает развиваться, и вот развитие происходит, ну, как бы новые факты открываются, и немножко приходится пересматривать свое мнение по одному или другому факту. Основная история России начинается с шведского города Петербург. Оттуда Европа начала создавать Россию. Европейцы брали в рабство покоренные народы, и потом немцы создали русский язык. Ну, приблизительно, да, так и есть. Ну, да, шведский городишко там был на реке. Да, это было. Да, я смотрел, читал, да. Ной не был христианином, не мусульманином, так как он жил за 1000 лет до рождения Иисуса Христа и появления христианства. Да, совершенно верно, он был единобожником. А, кстати говоря, мусульманин именно так и переводится, единобожник. Ни больше, ни меньше. Просто человек, верующий в одного Бога. Если иудей верит в одного Бога, его тоже можно назвать мусульманином, с арабским пониманием этого, на арабском языке. Точно так же христианин, если он верит в одного Бога, любой человек, который верит в одного Бога, его можно назвать мусульманином. Это все. Просто надо правильно термины понять, смысл терминов, и все становится на свои места. Так. Ной еврей, говорит Эрден Кажахмета. Нет, Ной не еврей, евреев тогда не было. И я, может, сейчас скажу такую сакральную, такую, не знаю, такую, не то что вещь, какую-нибудь там, я не знаю, богохульскую, да, на чей-то взгляд вещь, но ни и Ибрагим, Авраам, ни Моисей, ни Иисус, ни Мухаммед, они не были евреями. Они были потомками Ноя, понимаете, потомками Ноя. Сегодня потомками Авраама или Моисея
могут считаться коины внутри еврейского общества. Также внутри арабского общества есть курайшиты, из которых вышел Мухаммад. И они тоже не являются, все арабы не являются. Поэтому термин семиты про евреев, арабов, других, он не совсем верен. Что вот одни произошли от Яфита, другие произошли от Сима, третьи произошли от Хама, они рабы, поэтому там церковь когда-то оправдывала таким образом рабство, вывозили миллионы просто жителей Африки и использовали их в рабстве, ну, что противоречило и Богу, и религии, и всему остальному. Ну, такое было. И это оправдывалось тем, что вот Ной сказал Яфету, что вот Бытие, книга 9, где он говорит, что ты будешь, там Яфету он говорит, твое владение будет безгранично, ты будешь властвовать, типа ты будешь. Фактически, смотрите, как интересно получается. Сегодня мы говорим о демократии, да, мы говорим о том, что власть делится на 3 ветви, да, законодательная, исполнительная и судебная власть. Так вот, именно в Бытие, да, 9, Ной говорит своим 3 сыновьям, что Яфесу говорит, ты будешь править, то есть это будет там законодательная власть, ну, в шатрах Симовых, то есть под той идеологией, в которой находится Сим, то это может быть рассматривать как судебную власть, да, он будет. То есть законодательная власть – это президенты, правители и так далее. Потом Сим – это судебная власть, а Хам – это исполнительная власть. Не раб, он там говорит, ты будешь слугом, то есть не он Хам будет, а Ханаан, то есть его сын Хама будет слугой у своих братьев. То есть это можно трактовать как исполнительную власть. И фактически демократию закладывает тогда в этом ну, однозначно, можно только, ну, я только так это вижу. Не могу допустить, что ни в коем случае, что какие-то люди должны стать рабами друг друга, и потом их миллионами будут убивать и принижать только из-за цвета кожи или по какой-то другой причине и так далее. Поэтому это другая история. Давайте мы сегодня говорим про другие вещи. Мы уже час в эфире, друзья. Так. Лингвисты говорят, что чеченский язык особый язык, и грамматика имеет никаких сравнений с грамматикой других языков народов мира. Они говорят, чеченский язык натуральный язык. Чеченский язык признан в мире экспертами языком-конструктором. То есть мне с детства всегда рассказывали, что наш язык, только опять же не бросайтесь в меня помидорами, так сказать, наш язык, опять скажу такую вещь, из рая. То есть на этом языке говорил Ной и его 10 праотцов до Адама. То есть наша культура, мне с детства говорили, наша культура и язык из рая, из самого, не знаю, где-то на небесах или где-то там оттуда. Поэтому наш язык является языком-конструктором. И многие шумерские сегодня слова, которые есть, которые переводятся, на которых говорили отцы, это не были царями, как нам пытаются цари, какие-то правители. Это в сегодняшнем смысле пытаются люди понять. А нужно понять, как чеченец это видит. У нас никогда не было рабов, и мы по-другому видим то, что видят другие, и читают про те же шумеров, там, про того же Ной, то, что говорил своим сыновьям и так далее. Оно совсем по-другому нам видится, потому что мы видим по-своему. И вам, если хотите докопаться до истины, лучше прислушаться, не отвергать вот так. Потому что реально доказано, что мы древнейший народ, один из древнейших народов на Кавказе, как и наши все соседи, которые с нами живут. Язык у нас очень схожий, у нас у всех языки очень схожи. То есть базовые, фундаментальные слова не только у нас вот на Кавказе, они у нас одинаковые. В мире даже базовые слова очень много распространены, и с появлением искусственного интеллекта мы многое начинаем заново узнавать.
и еще много будет открытий, ну, конечно, будет этому препятствовать. Представьте, то, что я говорю, это просто разрушает мифы там, правителей, народов, которые жили в обмане фактически. И многие, конечно, не захотят это признавать. Но нам чужое не нужно, но правду будем говорить. А есть человек атеист. Ну, конкретно, как лично я не особо верю в подобное, как в рай, ад включительно. Но изучаю историю, как и не являюсь противником веры. Ну, это ваше личное мнение, вы можете быть атеистом, конечно же, это ваше личное мнение, но мне кажется, знаете, очень трудно быть атеистом, а, немножко анализируя то, что происходит на этой земле, как все это устроено. И я считаю, что атеисты – это люди, которые на что-то обижены на Бога. Вот, ну, что-то случилось с ними, какое-то горе случилось, я не знаю, какое-то там событие их потрясло. И он сказал, нет, я просто не буду. И, ну, если человек хоть чуть-чуть размышляет, то откуда-то человек пришел и куда-то должен уйти, правильно? Тогда ради чего все это? Ну, как это все формируется, да? Вот, например, очень интересная вещь, вода, например. Да? Все жидкости, например, когда они замерзают, они становятся тверже. И они опускаются на дно. Например, если вы возьмете бурлящее железо, раскаленное бурлящее железо, бросьте кусок твердого железа, вот этот кусок железа, он пойдет на дно, да, он просто утонет в этой лаве. А если вы бросите лед, замерзшую воду, она по какой-то причине останется сверху. И если бы вода не покрывала бы озера, другие вот водоемы льдом, то или промерзало бы снизу, да, как должно было быть, да, по логике, снизу, не сверху, там корочкой покрывалось, снизу, то все живое там погибло бы. И ученые объясняют, как это происходит, да, вот есть такое, такое, такое. Ну, у этой воды, по-моему, это один единственный элемент, который вот так себя ведет своеобразным образом. И тогда возникает вопрос, а как так получается? Покрывается корочкой, и все живое фактически защищается. Пока не пройдет зима, все это защищается, и вода, водоросли, там, рыбь, все остальное там находится. Тоже еще один интересное наблюдение. Ну, просто если думать, размышлять, оставьте там Коран, Библию, Тору, просто если размышлять, что вокруг нас и что ученые говорят. Они, ученые, объясняют, что вот это поэтому так работает. Но они не объясняют, почему это так работает. Понятно, что это так работает, да, все, спасибо, вы умные, все нам объяснили, что вот вода замерзает, лед там легче становится, там туда-сюда. Но почему именно у этой жидкости это так происходит, а у других это так не происходит? Потом есть другое, например, объяснение. Вот, например, нас 8 миллиардов, да, приблизительно на Земле живет человек. И мы все разделены на расы, национальности там, и так далее. Так вот, в каждой национальности рождается 105 мальчиков и 100 девочек. Ну, у кого-то, может, 103 мальчика и 98 девочек, приблизительно. У каждой. Если бы у китайцев рождались только мальчики, а у нас у всех здесь в Европе живущих рождались бы только девочки, то фактически европейские все народы, национальности исчезли бы. Ну как так получается? Кто это все регулирует так? Причем 105 мальчиков рождается, понятно, что мальчики умирают. Они в войнах участвуют, они хулиганят, они больше болеют даже, чем девочки. Потому что у девочки и организм делается каким-то образом мощнее, чтобы она вынашивала следующее поколение. И она защищена от этого. Ну, еще мужчины пьют, курят, там быстро на машинах ездят, или на верблюдах, на лошадях, там разбиваются, там какие-то трюки делают и так далее. Ну и потом уже где-то, когда уже становится детородный возраст становится, они одинаково приблизительно у всех народов, женщины и мужчины становятся. Ну как такое возможно, вы мне объясните? И таких примеров огромное количество.
Просто, да, вам не нужно смотреть на мусульман и там где-то там придерживаться этого. Вам не нужно на христиан или иудеев смотреть. Попы, раввины, муллы, вы на них не смотрите. Даже не смотрите на людей, которые вокруг вас. Мусульманин может быть хороший, плохой и так далее. Смотрите глубже, смотрите, все изучите священные книги и не обращайте внимания, если ваш сосед бухает, употребляет наркотики, врет и так далее, это ни о чем не говорит, какой бы веры он ни был. Это совсем другое. Человек, он может он сегодня такой, завтра изменится, может и так далее. Поэтому это такая тоже интересная история, которую нужно изучать. Так. Полностью согласен, говорит Сергей. Да, это очень интересно. Нас пытаются, смотрите, нас пытаются загнать в конкретные рамки, конкретный коридор такой. Я вчера приводил этот пример, мне он очень похожий, конечно. Вот на нас, на чеченцах, проводится эксперимент, мощный эксперимент. Против нас вот это абсолютное беспримесное зло борется. И нас нужно уничтожить, наше мировоззрение поменять. Неважно, как нас, радикальными исламистами сделать, или, я не знаю, какими-нибудь там коммунистами сделать, еще как-то. Над всеми народами ведется этот эксперимент, сбивать нас, потому что вот и я считаю, что есть сила добра и есть сила зла на этой земле, и эта борьба идет до конца, до судного дня это будет. И вот смотрите, нас, чеченцев, загнали в определенные рамки. И нам сказали, вот вы мусульмане, вы должны все относиться там, к таким-то так-то, другим-то так-то и так далее. Ну, к всем это применительно, но на нас, я вот вижу это так, ярко выражено. И вот, например, вот идет охота на волков, на серых хищников, так сказать. Когда находят охотники логово, охотники натягивают две веревки вдоль от этого логова к поляне, например, где они устроят засаду. И будут убивать волков. Так вот, на эти веревки они вешают красные тряпки. Потом, когда уже волки собираются у себя в логове, после охоты где-то там разбрелись, вернулись, их там и находят, и начинают их гнать. Поднимают шум и гонят их. И эти волки бегут по этой полосе, по этому коридору, который им обозначен. И на поляне там или где там охотники встречают их и их расстреливают. Так вот, нас всех загнали, я про чеченцев это могу четко, однозначно заявить, загнали определенные рамки. И нам говорят, не смотри туда, не смотри туда. А там по соседству бежит там украинец, украинские волки бегут. Здесь бегут какие-нибудь там русские волки, какие-нибудь там грузинские волки. Вот они все вот бегут и нас просто расстреливают. И нам нельзя смотреть вправо, влево. Вот нам поставили программу. А Бог нам дал разум, голову. И есть возможность все изучать. Пожалуйста, смотрите, изучайте. Это очень интересно, кстати говоря, очень интересно, если вы будете просто интересоваться этим. И мы не должны становиться в рамке. Ну, если вы хотите найти истину, то, конечно же, нужно признать, что есть Бог. Не может всего этого не быть. И, конечно же, есть бесовщина на этой земле, которая нас сбивает. Так, давайте комментарии почитаем. Истина – это откуда берется справедливость. Да, совершенно верно. Основа потерянная цивилизация Атлантида. И есть потерянная цивилизация народа Ноя чеченцев. Атлантида тоже пошла под воду, аналог потопу во время Ноя. Вполне возможно, FG. Я просто многие вещи как бы, слишком, во-первых, я не дошел до этого, а во-вторых, например, Атлантида может находиться под Черным морем, она может находиться под Каспийским морем, да, вполне возможно. Там много об этом можно говорить, гипотетически, конечно, рассуждая, пока мы не можем утверждать что-то. Есть что-то мы более-менее мы можем достоверно, там, да, с учетом сегодняшней археологии, с учетом сегодняшних достижений науки, но некоторые вещи мы можем просто гипотетически заявлять.
Ты не игнорируй мои сообщения. Ты же прочитал его, что ты, это за спиной у тебя родной флаг твоей нации, а на голове у тебя флаг чьей нации. Это флаг Великой Америки, Великих Соединенных Штатов Америки, понимаешь? К сегодняшнему Трампу это не имеет отношения, то, что я говорю, великий. Хотя Трамп реально президент величайшей страны. Знаете, если опять рассуждать о том, что мы сейчас говорили, то можно прийти к одному заключению. Знаете, нигде, ни в Коране, ни в Библии, ни в Ветхом Завете не сказано, что Ной умер. То есть мы знаем, как умер Мухаммад, посланник, мы знаем, как Иса, посланник, умер. Ну, многих пророков, посланников Божьих, мы знаем, как они умерли. А про Ноя не говорится. Это, опять же, моя гипотеза, опять же, она может быть ошибочной, но это просто моя версия. И у шумеров, например, тоже есть Заисудра, который аналог Ноя, которому, это тоже очень интересная история у шумеров, что ему дана отсрочка Ною, и он контролирует весь процесс вместе с ангелами и с людьми. Они воздействуют на нас, чтобы мы делали какие-то благие дела. Бесы же воздействуют и делают какие-то плохие дела. Идет вот такой вот процесс. И логично предположить, что сила, божественная сила, она сильнее всего на земле. Да? Он может и этих бесов, и все это один миг стереть. Просто это испытание для нас, для людей. На какой-то вот период мы появляемся на этой земле и вот какие-то проживаем испытания. И насколько мы будем справедливыми, насколько мы будем честными, добрыми, хорошими, благие дела мы будем делать, от этого зависит. И в Библии, и в Ветхом Завете, и в Коране много говорится, во всех этих религиях много говорится о том, что не твое благосостояние, не твои дети являются самым ценным. А самое ценное это то, что ты хорошее сделаешь в этой земле. С этим ты уйдешь на тот свет. Так вот, если Бог самый сильный на этой земле, то логично предположить, что Он даст эту власть какой-то определенной группе, и она меняется. Как только они сбиваются, эта сила переходит другим справедливым. Так вот, Америка была построена на божественных началах. На божественных началах. И Джордж Вашингтон и его товарищи, которые организовывали, боролись против Британской империи, там все такое и так далее, ему предлагали стать королем. Он сказал нет. И он по заветам тех же предшественников, опять же того же Ноя, создал разделение властей, как это было в Древнем Риме, что то же самое Древний Рим, Римскую республику я имею в виду, не уже Римскую империю, которая уже далеко была от божественных начал, была в начале то, что зарождалось, когда этрусские закладывали, там, развивали ее, да, вот в этой парадигме, если смотреть на это, то сегодняшнее могущество и сила Соединенных Штатов Америки, оно основывается на божественной силе. Да, они сейчас ведут себя не очень так, как это соответствовало бы божественной силе. Но, опять же, система устроена так, что Трамп, да, он может сейчас там поураганить там 4 года, и все, он уйдет. Не сможет он остаться, как Путин, на 25-30 лет. Хотя там тоже свои работы ведутся, там тоже борьба ведется там за власть и так далее. И она всегда будет вестись. И если американцы не вернутся на божественные рельсы, на божественную дорогу, на которой они изначально были, власть у них уйдет. Они станут обычной, может развалятся на 50 государств, может там еще что-то с ними произойдет. И власть перейдет к другим, которые достойны это нести. Понимаете? И если исходить из этой концепции, то сегодняшняя самая могущественная страна в мире, она и есть то божественное государство, та сила, которая движет вперед. И они именно как изначально, как демократия, права человека, свобода, вот все в этом государстве есть. И не только у них.
И украинцы такие же древние, как вот мы говорим про древний Рим, например. Реальная история Украины, она насчитывает там, по-моему, около 5000 лет тому назад. То есть вот мы говорим про шумеров, которые там 5000 лет назад, 5300 лет назад, там 4800 лет назад. То есть раньше даже шумерская цивилизация, хотя они практически одновременно возникали. Вот то же самое касается Америки. И сегодня не только одна Америка, она все главное, вот у нее божественная сила и так далее. У всех она есть, эта божественная сила. И в каждом народе есть эти люди, вне зависимости от национальности, от их расы, от их религии. В каждом народе есть эти люди, понимаете, которые Бог на них воздействует. Ну, я полагаю, опять же, гипотетически, что через Ноя, через ангелов на хороших людей воздействует. Понимаете? И вот он может сделать что-то хорошее, право выбора за нами. Бог нам дал такое право. И мы можем делать что-то плохое. Мы можем убить детей, да, не дай Бог, или же спасти детей. Остановить войну, спасти человека. Или начать войну, убить человека. Вот все от нас зависит. Как-то так, друзья. Но это другая история. Тут зетник какой-то. Говорит, меня смотреть нельзя, даже не советую, прям запрещено. Говорит. Смотрите, как задевает их то, что я говорю. А знаете, что миссия, если мы потомки Ноя, мы есть те потомки, вообще вы будете удивлены, которые несут вот это народ Ноя. То есть мы, чеченцы, есть народ Ноя. И все три, Япас, Шем, Хам, это все три, в которые входят народ на Кавказе, и мы, чеченцы, ингуши и бацбийцы. Понимаете? И наша миссия, я считаю, чеченская миссия, те разобщенные народы, которые получили силу разных обстоятельств, разных, в том числе по причине вины потомков Ноя. Потому что еще 2300 лет назад, приблизительно, первый раз, ну, по крайней мере, зафиксированным фактом, в Месопотамии Лагаш и Умма, два города, где правители, вот эти патриархи, потомки Ноя правили, они друг с другом сразились и убили друг друга. Первый раз они пролили кровь друг друга. То есть 4000 где-то, 300 лет назад. И с тех пор, по всем записям, и у шумеров, продолжительность жизни у них стала одинаково обычная, которая сегодня у нас есть, 60-70 лет. А до этого они жили там кто-то 500 лет, кто-то 1000 лет. Там, например, один из самых там известных этих отцов, и Урук, город, он возглавлял, ну, государство, город Урук возглавлял, его Билгалмеш, ну, известен как Гильгамеш, но его истинное название Билгалмеш. Билгалмеш по-чеченски означает особые волосы, выделяющиеся волосы. Билгал – выделяться, особый, и меш – это волосы. Вот его настоящее имя, и у него были вот такие волосы до плеч, и борода была, и вот Билгалмеш его звали. Ну так, совпадение возможно, но такое было. И тогда люди друг друга убили, вот эти сразились, нарушили границу друг друга, и вот первый раз пролилась кровь. И люди стали обычными. И потихонечку все менялось. Я хочу сказать, что мы все люди, мы все, которые в разных народах есть потомки вот этих потомков Ноя. Не все народы состоят, а определенные какие-то люди, потомки Ноя есть. Среди англичан, среди украинцев, среди евреев, среди всех. И у них с нами одно ДНК, похожее ДНК, если проводить параллель. То миссия нас всех, и чеченцев, ингушей, и бацбийцев в том числе, объединить разделившиеся
опять же, смотрите, если исходить из того, что все пророки, посланники Бога были от Ноя, Моисей, это только известные, самые известные, Моисей, Муса, Моисей, Авраам, Иисус, Мухаммед, ну там много, Давид, огромное количество. Вообще по исламу считается 313, от 313 до 315 посланников божественных и 124 тысячи пророков. Вот эти все люди имеют одно генеалогическое звено, цепь, то есть родство. И несли они одно и то же. И Мухаммед, и Иисус, и Моисей, и Авраам, все говорили только об одном: о справедливости, о правде, о единобожии, о честности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, наша миссия – объединить все эти народы, объединить все эти религии, убрать это, вот просто мы 1000 лет друг друга убиваем. Вот я считаю, что мы, чеченцы, должны к этому призывать, чеченцы и все люди доброй воли. Как-то так, друзья. Так. Совершенно верно, говорит девушка. Спасибо, что согласны. Безумные люди, все верите в воображаемых друзей, покорение космоса. Так, не понял. Ты ешь меня? Аула? 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 Давайте я вам покажу кое-кого. Кое-кого вам покажу. Вы видите этого волка? Тауэль. Видите вот этого волка? Не смейтесь с ним связываться. Это опасный чувак. Ладно, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюаль Машоль. До завтра. Завтра обязательно приходите на стрим. Будет стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума Чеченской Республики Ичкерия. Будет очень интересно. Всего хорошего. До свидания. Адикюаль Машоль. До свидания.